Esquire была хороша тем, что это была команда по-хорошему сумасшедших людей. У нас было всего 8 человек. Ни один из этих 8 человек не был случайным. Для всех это была работа мечты. Никто вообще себя не представлял другого места для того, чтобы пойти туда работать. Все считали, что они в лучшем журнале, который они только могут делать. То, что мы делали, вообще говоря, непредставимо. Все, что мы делали, было против правил этого бренда. И тем не менее, это было удачным и успешным. Огромный финский холдинг Sanoma, который здесь издавал журнал Esquire, затеял гигантскую реструктуризацию еще в 2011 году. Нас начали продавать в том числе. А такие сделки тянутся годами. В общем, тянулось это 3 года, и тут на Украине началась война. Если бы, может быть, принадлежали Sanoma, мы бы выжили. Да? Если бы нас успели продать до начала всей заварушки, мы бы тоже, может быть, выжили. Но сделка, которая проходила вдруг оказалось, что в стране революционная смена власти и военный конфликт, стороны поняли, что им проще сбросить балласт, потому что слишком сложно. Что журналистика это вообще очень болезненно. Это прям очень больно с первого дня, вне зависимости от того, на какой ты должности работаешь. Можно обучиться за достаточно короткое время, причем лучше всего это делать в полевых условиях. Лучше всего наняться в редакцию кем угодно, да, перекладывать бумажки и постараться как можно быстрее получить практические навыки. Я уверен, что если вы найдете себе работу, например, на 2-м или на 3-м курсе в какой-то редакции, и эта работа именно по вашей специальности будет вам немножко мешать вашей академической успеваемости, то ваши преподаватели поймут, да, они поймут, что это обучение, которое даже, наверное, которое даст самое важное. И лучше иметь диплом не журналистики, а какой угодно другой. Я не знаю, например, если вы хотите писать о культуре, искусствоведение, архитектура, музыка, что вам ближе вашему сердцу.